На совещании постпредов ЕС Германия и Франция заключили компромисс, который предполагает, что газопровод «Газпрома» «Северный поток-2» не будет заблокирован. Требования к газопроводу и стоимость его строительства могут вырасти, но проект будет реализован. В пятницу, 8 февраля, в Брюсселе прошло заседание Комитета постоянных представителей ЕС, КОРЕПР, на котором было принято решение о предоставлении Румынии, председательствующей в Совете ЕС, мандата на проведение переговоров с Европарламентом и Советом ЕС по поправкам в газовую директиву Евросоюза, которые должны ужесточить ее требования. Но это не приведет к блокировке нового проекта «Газпрома» и его европейских партнеров «Северного потока-2», который предполагает поставку российского газа по дну Балтийского моря в Германию. Позиция постпредов была подготовлена на основе компромисса Берлина, главного сторонника «Северного потока-2», и Парижа, который накануне голосования решил голосовать против проекта «Газпрома», сообщило агентство AFP. Что касается газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Германия и Франция тесно сотрудничали, лишь сказала она. Согласно мандату, выдержки из которого цитируют AFP и Reuters, переговоры о строительстве морских газопроводов с третьими странами, к ним относится и «Северный поток-2», и формат применения к таким проектам стандартов ЕС определяются тем государством, на территории которого находится пункт получения газа. В случае «Северного потока-2» этим государством является Германия, третьей страной – Россия. Еврокомиссия еще в ноябре 2017 года предложила внести поправки к газовой директиве ЕС, распространив требования третьего энергопакета, запрещает совмещать деятельность по продаже и транспортировке газа на газопроводы, приходящие в Евросоюз из третьих стран. К таким проектам относится «Северный поток-2», который должен быть запущен в конце 2019 года. Две немецкие компании, Anpr и Wintershall, участвуют в финансировании строительства «Северного потока-2», общее финансирование проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро. Помимо Германии основными сторонниками проекта являются другие страны, компании из которых выделили на него деньги: Shell, Великобритания и Нидерланды, OMV, Австрия, и ENGIE, Франция. Среди сторонников проекта и другие потребители российского газа: Греция, Кипр, Финляндия, Норвегия и Чехия. Поскольку «Северный поток
2, как и уже построенная в 2012 году первая ветка Северного потока, обе по 55 миллиардов куб. Призван частично заменить транзит российского газа через Украину. Киев – главный противник новой трубы. В 2018 году «Газпром» снизил поставки через эту страну в Европу на 6,7 миллиарда, до 86,8 миллиарда куб. МГаза, а в конце 2019 года истекает транзитный контракт с украинским «Нафтогазом». Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 18 января заявил, что в случае согласования изменений в газовую директиву Евросоюза вторая ветка Северного потока может просто не состояться. А в конце 2017 года он говорил, что строительство Северного потока-2 и потеря транзита российского газа через Украину может стоить стране независимости. Тогда он оценивал доходы «Нафтогаза» от транзита в $3 миллиарда в год и говорил о возможности их увеличения до $5 миллиардов. Против «Северного потока-2» выступают также страны Прибалтики и Польша. Недовольство высказывали и депутаты Европарламента от Швеции, Дании и Словакии. Среди представленных ими аргументов – рост зависимости от российского газа, нарушение конкуренции и ущемление прав Украины и Словакии на получение доходов от транзита российского газа. У такой позиции есть и экономические причины. США неоднократно заявляли о планах поставлять в Европу свой сжиженный природный газ, СПГ. Северный поток-2 в Европе воспринимается прежде всего как немецкий проект, заметно усиливающий энергетическую и инфраструктурную роль Германии в ЕС, отмечает заместитель главы Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Европейский Союз рассчитывает закончить разработку новой версии газовой директивы не позже конца мая 2019 года, сообщило в пятницу, 8 февраля, агентство Bloomberg. Согласно договоренности, начнутся переговоры с участием Европейского парламента для финальной версии законопроекта, при этом стороны рассчитывают, что финальное соглашение будет заключено самое раннее на следующей неделе и при этом не позже конца мая, сообщило агентство. На текущем этапе Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия должны будут прийти к единому мнению по поводу поправок к этой директиве ЕС. Итоговый текст должен быть одобрен на министерском уровне квалифицированным большинством голосов.
за должны проголосовать как минимум 16 из 28 стран ЕС, которые представляют как минимум 65% всего населения ЕС. Принятие поправок в газовую директиву зависит от целого ряда условий, указывает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления, Сколково, Сергей Капитонов. Время играет на стороне «Газпрома», но наибольший риск для «Северного потока-2» сейчас представляют санкции, которые грозятся ввести США, напоминает директор по исследованиям Виган Консалтинг Мария Белова. Комитет по иностранным делам американского Сената на следующем заседании рассмотрит резолюцию с призывом остановить этот проект. Еще в декабре 2018 года Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой призвала Европу отказаться от проекта «Северный поток-2», а Трампа ввести против проекта санкции. Управлять этим риском невозможно, тем более в условиях, когда США становятся все более бесцеремонными в продвижении своих экономических интересов, особенно в части маркетинга своего СПГ в Европе, замечает Белова. Но даже в случае введения финансовых санкций США против европейских партнеров, Северного потока-2, «Газпром» может самостоятельно достроить эту трубу, замечает Сергей Капитонов.